Слава Иисусу Христу! На этой неделе во время мяси начали читать послание к римлянам. И сегодня на первом чтении читаем очень интересный отрывок. «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божьего к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». В этом чтении святой Павел говорит, как Бог терпел долго. После первородного греха Он терпел много лет наши грехи человечества, до времени, в котором должен был прийти Спаситель, Иисус Христос. И после этого, хотя у нас есть спасение и благодать, и средства для святости и спасения, мы иногда непослушны, и мы тоже делаем грехи, и не следуем за Иисусом Христом и хотим делать волю Божью, как Бог долготерпеливый и многомилостив. И нам нужно тоже быть такими, как Бог, долготерпеливый и многомилостив. Особенно, когда мы терпим несправедливость или плохие вещи происходят в нашей жизни. Потому что надо знать, что Бог, наш Отец Небесный, все знает, все видит. Никто не действует без познания нашего Бога, нашего Отца Небесного. Ничего не происходит в мире, в нашей жизни, если Бог не знает. Поэтому нам нужно развивать нашу веру, нашу надежду, и поэтому нашу любовь к Богу, потому что Он все знает, как во время Евангелия читаем: «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними. Ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божья сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да всыщется до сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захари, убитого между жертвенником и храмом». Ничего не происходит, что Бог не знает об этом. И поэтому в этом году, юбилейный год надежды, нам нужно развивать нашу надежду, нашу веру, нашу любовь, зная, что Бог все видит, все знает, и Он всегда слушает наши просьбы, нашу молитву. Особенно, когда мы терпим несправедливость или что-то плохо происходит в нашей жизни. У нас такая надежда, как говорит лозунг этого года, надежда, которая не постижает. Не будем разочарованы. Бог будет действовать. Все проблемы Он решит. Всякую несправедливость Он решит. Как книга Откровения говорит: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет».
И несколько лет назад однажды я слышал историю. Папа Бенедикт XVI рассказал эту историю, как однажды мальчик пришел домой, плача, и папа спросил, что произошло, что происходит, что случилось. И мальчик объяснил, я играл в прятки с другом, и я очень хорошо спрятался. Мой друг начал искать меня, но не нашел. Он устал и ушел, оставив меня одного. Какая несправедливость. И этот человек, папа Бенедикт, сказал, что он мудрый человек, ответил, да, так и происходит в нашей жизни с Богом. Нам нужно искать Его, Бог хочет, чтобы мы искали Его, но мы так легко устаем и перестанем очень быстро искать Его. И какое у Него разочарование. Нам нужно знать, что у нас есть такая надежда, что Бог все видит, все знает, и Он будет действовать. Поэтому нам нужно быть как Бог, как наш Бог, долготерпеливый, многомилостив, и развивать нашу надежду, как Пресвятая Дева Мария сделала всегда. Она наша надежда. Какая у нее надежда была, как женщина из народа Израиля ожидала Мессию столько лет. Но наконец-то он пришел, но ей пришлось ждать 9 месяцев до рождения Иисуса, потом 30 лет в Назарете и потом на кресте. Наверное, это было время для сомнений, но она никогда не сомневалась. Поэтому просим тоже у Пресвятой Богородицы, чтобы она помогла нам тоже развивать нашу надежду, нашу веру, нашу любовь. Слава Иисусу Христу!